Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем у вас будут отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свой срок и давайте вместе посмотрим, с кем будут отношения. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Смотрите, тут такая информация вышла. Мужчина, который вам нравится, либо который очень понравится. Да, вы с кем вы не будете в отношениях. Общая отсыпка. То есть вы с мужчиной либо уже знакомы, испытываете симпатию, а может быть вы общаетесь, встречаете, да, у вас уже там романтик полным ходом идет. Только мужчина еще как не признался в чувствах, да, не сделал вам предложение, либо как еще не в той фазе ваши отношения находятся. Может, переписываетесь, может быть, только вот на свидание сходили. То есть он вам нравится, он вам нравится. Вот именно с ним у вас будут отношения. И также у кого-то отыграется, что вы с мужчиной еще не познакомились, но когда познакомитесь, он вам сразу понравится. Вот с первого взгляда вам понравится. Прям почувствуете, что это мое, родное, тянет, да, меня тянет к нему. Мужчина такой симпатичный вышел. У него фигура красивая. Кстати, да, девочки меня смотрят разных возрастов, но вот фигура очень красивая, и он, благодаря тому, что у него такая красивая фигура, он выглядит моложе своего возраста. Глаза у него очень добрые. Вот лицо мне идет серьезное, такое вот прям, знаете, отстраненное, а глаза очень добрые, такие живые, знаете, как у ребенка, такие распахнутые глаза. Вообще такой интересный, да. На лицо посмотришь, кажется, что он какой-то серьезный и злой. А в глаза заглянешь, и прям счастье, радость, и какой-то детский, наивный взгляд у него. Так, мужчина, характер. Ну, по характеру он спокойный, да, по характеру он сдержанный. Возможно, мужчина как-то был связан с военным делом, с полицией, силовыми структурами. Либо мужчина такой работой занимается, да, где он просто вынужден быть очень серьезным и сфокусированным. Вот мне идет, как прошлое на него отложило отпечаток, да, что вот он как закрылся в себе, либо одел на себя такой костюмчик, да, такой вот прям серьезный мужик, очень серьезный, там не подойдешь. Но при личном общении, конечно, он раскрывается, особенно с людьми, которые ему интересны, которые ему симпатичны, которым он может довериться, да, он очень раскрывается и прям совершенно другой человек, да, перед вами. Мужчина умеет красиво ухаживать за женщинами, и это данность. Вот такой он родился. Это не потому, что у него большой опыт жизни, он там за 1000 женщинами ухаживал. Нет, он таким родился. Он уважает женщин, он ценит женщин, он ведет себя максимально галантно. Вот как будто бы у него это джентльменство в крови. Вот. За вами еще так никто красиво не ухаживал, как будет ухаживать он. Но вы сами все поймете. Если вы уже общаетесь, вы и сами понимаете, о чем я говорю. У мужчины, у этого мужчины, у него, он как бы это... В общем, он как мужчина, ого, какой мужчина. Мне очень стыдно говорить об этом, извините. Но придется, да. У него либидо такое, что, знаете, выше крыши. И этот мужчина, он умеет женщине сделать хорошо и приятно. Даже если вы, мои дорогие зрители, скажете, мне уже не до этого, мне все равно, поверьте, с таким мужчиной будет и жарко, и сладко, и вообще все прелести интимной жизни познаете. Вот он умеет, у него к этому талант, дар, и поверьте, таких мужчин Они редкость, они в красных книгах, наверное, только лишь существуют. Но вот вам повезет, вы такого встретите. Я не могу сказать, что он этим одержим.
Нет, нет, но он умеет это делать очень хорошо и качественно. Вот есть мужчины, которые не заботятся о женщине, вот ему лишь бы самому удовольствие получить, и все, остальное его не волнует. То этот не такой. Сначала дама, да, потом уже он. Почему-то решили показать именно этот аспект. Еще по поводу этого мужчины я могу сказать, что мужчина очень хочет семьи, тепла, семьи. У кого-то отыграется, что детей очень сильно хочет, да, а у кого-то мужчина просто вот хочет в семье жить, да, с семьей жить, быть частью семьи, иметь свою семью, да, вот хочется именно уюта, тепла, там, домашней еды, заботы, самому хочется очень сильно заботиться о женщине своей, может быть, детки у вас есть, да, вот детей воспитывать, своих родить, ваших воспитать, да, вот у него какой-то прям запрос и желание, зрелое желание именно семьи. Не просто отношений, не просто интимной близости, а именно семьи. Вот. Может быть, у него долго этого не было, либо у него никогда не было настоящей семьи, да, может быть, он там в детдоме рос, а может быть, ну, был лишен в свое время, да, там родители с собой занимались, карьерой занимались, а ребенок рос сам по себе. В общем, у него такой прям большой запрос на семью. И я вижу, что он с какой-то женщиной уже пытался создать семью, но там его очень сильно обманули. Очень сильно обманули. Женщина, возможно, выдавала себя не за ту, кем являлась, либо женщина чисто из материального интереса, да, с этим мужчиной сошлась. У этого мужчины, судя по всему, с деньгами проблем нет. Ну, либо он такой, знаете, упакованный, обеспеченный. Допустим, у него там имущество есть, деньги есть, да. И, скорее всего, это стало причиной того, что женщина вот к нему там и подошла, да. Может быть, она его обманула, сказала, что она беременная. Может быть, она там ему обещала неземную любовь, да, верность и ласку, а по итогу только деньги с него тянула. То есть мне идет он немножко обожженный. Но опять же, это его не испортило, он не обозлился против женщин. Просто сделал правильные уроки, да, и теперь он понимает, что вот без безумной какой-то любви я больше не буду, да, не встречаться, не общаться, уж тем более создавать семью. Вот. То есть тогда у него не получилось, но запрос у него остался. Да? На личное счастье запрос остался. И еще такое впечатление, что у него прям все его друзья, мужчины, с кем он общается, все как будто бы женаты, и все женаты очень хорошо. То есть счастливые браки, счастливые семьи. И вот он на них посматривает и такой, ну когда же моя девушка появится, когда же моя суженая придет. Да, я ведь тоже хочу, очень хочу семью. И еще по поводу этого мужчины, тут у него как какие-то способности есть. Очень развит интеллект, и наравне с интеллектом, скорее всего, интуиция тоже очень развита. Он такой, знаете, продуманный, с чуйкой мужчина. Вот. И это ему помогало. Не раз помогало, не раз выручало, не раз беду от него отводило. У кого-то прям, да, мужчина, который обладает экстрасенсорными способностями и еще и с высоким IQ. То есть, знаете, как бинго, да, вы прям его как суперприз выиграете. Здесь либо буква «Б», либо шестерка. Может быть, его зовут на букву «Б», да, то есть он там Борис, допустим, либо Богдан, например. Может быть, фамилия у него на букву «Б», может, кличка у него на букву «Б». И также можно прочитать как шестерка. Шестерка между вами. Общее дело, либо общие знакомые. Допустим, вы к нему на прием придете, либо он к вам на прием придет. Может быть, вы будете решать свои проблемы, обратитесь к нему как к специалисту. Либо он к вам как к специалисту обратится. Может, опять же, общие знакомые, и вы вот встретитесь у кого-то, либо вы с кем-то будете, да, человек его узнает, они начнут общаться, и вы познакомитесь. Ну вот, либо буква «Б», либо через шестерку вы с ним общаетесь, знакомитесь. Показано, что у этого мужчины очень хорошая генетика. Скорее всего, здоровье очень хорошее. Такой, знаете, прям крепкий, здоровый мужчина. И если вы еще деток хотите, то очень здоровые, красивые детки родятся. Прям хороший такой генотип у него заложен. Действительно показали его таким прям здоровым, конкретно здоровым человеком, без вредных привычек, я так понимаю. Особо там тяжелых вредных привычек. Да? Может быть, мужчина там, ну, может себе позволить бокал пива
либо на праздник там рюмочку поднять. Но не более того. У него, вот, я говорю, работа серьезная, и он просто не имеет права всякими этими глупостями заниматься. Поскольку человек, он ответственный, да, он все соблюдает. Плюс у него нет какой-то, как тяги, да, он не слабый человек, да, он умеет себя остановить, он умеет себя контролировать. Ну, обычно кто становится заложниками там алкоголя, либо азарта, либо запрещенных веществ? Люди слабые, которые не могут сами себя остановить, сами себе отказать, сказать стоп. А этот мужчина сильный, волевой такой, знаете, вот прям мощь идет какая-то от него. Еще здесь показано, что этот мужчина разным женщинам нравится. Ну, разным в плане, наверное, возраста. Привлекает, да, он привлекает женщин. И женщины часто делают ему комплименты, либо там стараются перед ним как-то заискивать, кокетничать. И это может вас напрягать. Ну, представьте, вы сидите в кафе, либо в ресторане, и там официантка начинает ему подмигивать, улыбаться, да, и вы такая, блин, вот чем ее огреть, да? Что вообще происходит? Вот он здесь ни при чем, вообще ни при чем, он не дает ни повода, никаких сигналов, да? Просто он нравится женщинам. И это как бы факт. Да? Это факт. И этот факт вы можете для себя обыграть. Вот он нравится всем женщинам, а выбрал именно вас. Да? Значит, вы лучшая из женщин. Вот. Значит, действительно, мог бы быть с любой, но именно с вами. То есть к вам у него серьезные чувства, серьезные намерения. Так, еще вижу, что вам будет с ним очень легко. Вы характерами друг к другу подходите. Вот есть люди, которые как эти камни сталкиваются, да, не подходят. У людей обычно там притирка тяжелая, они начинают там перетягивать канат, кто кому, кто кого, да, а у вас характеры подходят, вот как нахлёст идут, да, то вы друг другу подходите. Даже вот идет, что вы друг друга дополняете, такой хороший момент показан. Здесь показано, что этот мужчина способен на широкие жесты. То есть этот мужчина никогда не будет на вас экономить, никогда не будет вам ни в чем отказывать, да. И вообще с этим мужчиной вы не будете знать, что такое финансовые проблемы. То есть никогда он на вас это навешивать не будет. Да? Если есть какая-то проблема, он молча там встанет, пойдет ее решит. Но вам он об этом никогда не скажет. То есть он не будет вас этим беспокоить. Да, есть мужчины такие истеричные, что, о боже, денег нет, все экономим. Этот никогда себе такого не позволит. Вот мне это нравится. Но опять же, я вижу, что вы девушка опытная. Я вижу, что вы мужчину уже насквозь видите. У вас прям как встроенный этот козлометр, да? Сразу видите, какая степень у мужчины. Ну, а раз вы согласитесь с этим мужчиной встречаться, значит, вы увидите, что он хороший, что он порядочный. И опять же, он вам сразу понравится, да? Вот это главный фактор. Он вам сразу понравится. Буквально с первого взгляда, с первого там слова, с первого рукопожатия, да? Сразу вам понравится. Прям почувствуете, что-то родненькое свое почувствуете. Еще показано, что этот мужчина каким-то подарком вас покорит. Вот подарок какой-то сделает. Вот другие мужчины были на это не способны. А вот этот мужчина это сделает. Допустим, вы были в браке, вот на минуточку, да, вы были в браке, там много лет прожили с мужчиной, там носки ему стирали, обстирывали, готовили, ублажали, да, пылинки сдували, а он вам там, не знаю, ничего особо не подарил за все время. А этот мужчина, не будучи даже вашим мужем, может сделать вам очень дорогой, ценный подарок. Допустим, автомобиль подарить, либо подарить вам какую-нибудь там драгоценность очень дорогую. Вот прям как покажет, что мне от тебя ничего не надо. Просто позволь мне тебя любить и баловать. Да? Вот с этим мужчиной вы сможете расслабляться. Вам не нужно будет думать, ой, что сказать, ой, как поступить, чтобы его не расстроить, да, чтобы у нас там отношения продолжались. Вот с этим мужчиной вы будете сама собой. Вот абсолютно сама собой. Напряжения не будет, каких-то мыслей не будет странных в голове, сомнений не будет по поводу этого мужчины. Но потому что он ведет себя абсолютно правильно. Мужчина, который хочет, как я уже сказала, семью, очень хочет, очень. И у него прям, знаете, как подгорает, у него как пунктик какой-то, да, мне нужно жениться, мне нужна жена, я хочу жену, головой нырнуть в эту семейную жизнь. Еще про этого мужчину показывают, что он любит то ли путешествовать, то ли какие-то поездки, да, может быть, не любит на одном месте сидеть.
ему нужно менять обстановку, да, вот он любит там куда-то съездить, там за город, допустим, либо съездить в соседний город, либо вот сорваться и куда-нибудь там в горы, в лес, на море, да. То есть вот это путешествие, они его как-то расслабляют и наполняют. И даже если вы, мои дорогие девушки, не любите, не разделяете, поверьте, он отвезет вас в такие места, где вы сразу поменяете свое мнение, да, ахнете от красоты, от природы, от того, что вы видите, да, вот прям полюбите. Он вас к этому приобщит, к поездкам приобщит, например, да, к путешествиям. Тот срок, который вы себе загадали, если вы не знакомы с мужчиной, этот срок, он максимально близкий, но вы немножко не попали. Может быть, в месяц не попали, ну, где-то дней 30-35, вот где-то так вы не попали. Да? Тот срок, который вы загадали, прибавьте 30-35 дней. Если вы уже знакомы с этим мужчиной, девочки, я вас поздравляю, это именно он. И я вижу, что между вами вот какое-то прям идеальное доверие скоро установится. Может быть, вы только начали общаться, и вы немножечко еще такая присматриваетесь, прицениваетесь. Но очень скоро установится максимальное доверие. И вот какое-то расслабленное состояние идет. Да? Вот ни он не напрягается, ни вы не напрягаетесь. Ну, либо, может, он и напрягается, но он делает вид, что все хорошо. А вы вот точно расслабитесь и как-то ему доверитесь и не пожалеете. Да, вот я вижу перед собой образ очень сильной женщины, женщина, которая может рассчитывать жизнь только сама на себя. Это не потому, что вы так хотите, а потому что сама жизнь вынудила вас стать такой сильной личностью. Вот. Конечно, в душе вы девочка, конечно, в душе вы хотите, чтобы вас и любили, и оберегали, и о вас заботились. Да, вот хочется этого, есть такой запрос у вас. Это именно тот мужчина, который этот запрос полностью удовлетворит. Вот поверьте, помяните мое слово, именно так и будет. Что мне не нравится в этой отсыпке? Мне не нравится какой-то ваш бывший, который прям, как, знаете, учует, что вы в минуте отличного счастья, и вот прям, ну, как пятерка вырастет и начнет вам нервы трепать. Да, вот нервы, психику вашу трепать, да, особенно если вы еще там не отпустили все это, не проработали. Вот прям будет вас доставать. Там, преследовать вас может, там, постоянно вам писать, там, являться к вам на порог, да, вот как-то себя так вести начнет. Да, он почувствует, скорее всего, что вы влюбляетесь, что он вас окончательно теряет, и вот он появится, чтобы быть вашим испытанием. Вот здесь показан вам совет. Совет, даже не совет, а как послание, да, что назад дороги нет. То есть вы сделаете свой выбор, и от этого выбора дальше будет складываться ваша жизнь. Если вы выберете вот этого нового мужчину, то жизнь пойдет в одном русле. Если вернетесь к бывшему, к прошлому, то жизнь, ну, ровно вернется в ту точку, из которой вы когда-то выбежали, вышли, еле ноги унесли. Да? Ваш бывший может обещать вам что угодно, да, клясться в чем угодно, давать там гарантии, расписки, заключать с вами договора, да, там, кровью клясться, там, крестики рисовать. Но поверьте, он нисколько не изменился. Как только вы опять окажетесь в руках своего бывшего, начнется знакомая вам история, знакомая песня, да, у него даже голос не изменился, да, все будет точно так же. Он будет вас абьюзить, он будет причинять вам боль, вы будете страдать, проклинать тот день, когда вы его встретили, и искать возможность уйти, убежать, спрятаться подальше от этого человека. Ваш бывший, он нисколько не поменялся. Ему, понимаете, ему страшно того, что он вас потеряет, но ради вас этот бывший ничего не хочет делать. Вот. Как только он вас опять завоюет, все то же самое. Те же вилы, те же грабли. Вот поэтому назад дороги не будет. Вот этот мужчина, он примет ваш выбор, с уважением примет ваш выбор, но больше вы этого нового не увидите, да, если выберете бывшего. Вот именно так показали. Поэтому зачем вам бывшие? Вы уже все знаете, вы уже там все видели, там ничего нового не будет. Идите в новое, идите с новым мужчиной. Тем более такого мужчину вы давно загадывали, просили, кто-то из вас молился, да, чтобы вот прислали вам такого мужчину. И вот, пожалуйста, он рядом с вами. Именно рядом с вами будет. Либо уже находится, либо вы обязательно познакомитесь.
Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.